Здравствуйте, дорогие школьники и подписчики нашего YouTube-канала. Мы рады вас сегодня приветствовать в нашей студии. С вами я, Джазгуля Тантаева, и наш очаровательный гость Аселя Букеева, пиар-директор М-банк и очень неординарная личность. Аселя, мы рады приветствовать тебя в нашей студии. Да, спасибо за приглашение. Я очень рада тебя видеть в нашей студии. Расскажи, пожалуйста, немного ребятам о себе, о том, чем ты занимаешься, кто ты. Ну, я работаю в сфере пиар, как ты говоришь, в сфере пиара, рекламы, маркетинга, вообще в сфере медиа уже более 15 лет. Давно этим занимаюсь, и вообще, как я пришла к этому, как я всегда говорю, и меня всегда спрашивают, это мое любимое хобби, за которое я еще получаю деньги. И это абсолютно так, потому что я с большим удовольствием прихожу на работу, выполняю что-то. Мне прямо очень нравится, когда я что-то задумаю, и это все реализовывается. Несмотря на то, что это могут быть вообще безумные какие-то идеи, но вот этот сам процесс, когда это все происходит, мне безумно это нравится. Ну и самое главное, конечно, что это очень сильно влияет на бизнес, это очень сильно влияет на проекты, которыми я занимаюсь, потому что они приносят тот результат, который необходим, да. Там увеличение осведомленности, информированности людей о проекте, там, о продукте, что его начинают покупать, да, что прибыль у компании увеличивается, что узнаваемость увеличивается, что узнают о компании, о человеке, если мы говорим о персоне, о личном брендинге, то, конечно, это очень классный результат, и обычно он такой всегда положительный, все довольны. И это, наверное, еще такой один очень крутой кайф, который ты получаешь от работы, вот эта благодарность людей. Да, когда что-то очень хорошо получается, благодарность компании. Есть такие у меня классные истории в жизни, когда у людей все поменялось в жизни буквально там благодаря нашей работе. Я всегда говорю, что это наша работа, потому что она командная, и невозможно работать вне команды. И в целом, конечно, это взаимосвязь, да, вот многих людей. Поэтому, конечно, я очень люблю свою работу, и это прям мое призвание, я даже не думаю что-то сменить куда-то, и, конечно, мне этим нравится заниматься. Аселя немного забежала вперед и рассказала о преимуществах, да, своей профессии. Да? Можно немного рассказать о профессии, да, в чем ее суть, чем она отличается? Ну, важно понимать, что пиар, если расшифровать, это public relations, да, это связь с общественностью, когда человек, который занимается этой деятельностью, он выстраивает вот эту связь с общественностью. То есть некий продукт, который нужно, допустим, пропиарить, рассказать аудитории о нем. Либо есть какой-то бренд, о котором нужно донести. И вот этот человек, он продумывает всю стратегию, весь медиаплан, как достучаться до различных аудиторий, потому что пиарщики работают с различными аудиториями. Есть очень много разных понятий пиара, что такое пиар, но я всегда говорю, что у меня есть свое понятие, это вселенная точек контакта. Когда ты находишь контакт с различной аудиторией. Аудитория может быть разная, это может быть, допустим, журналисты, аудитория, до них нужно доносить определенным языком. Там, фактами, данными, аргументами, да. Есть аудитория клиентов. До клиентов нужно рассказать, какие преимущества там, товара, продукта, да, проекта. Есть аудитория сотрудники, о которой тоже не нужно забывать, потому что они являются лучшими амбассадорами бренда, любого продукта, любой компании, любого проекта. Есть аудитория там, инвесторы, к примеру. Это тоже большая аудитория, о которых тоже нужно рассказывать, да, к чему приводят вот эти деньги, вложенные ими. Есть аудитория там, государства, government, хотела сказать, да. И вот этот government relationship, отношения с государством, вам тоже нужно уметь выстраивать, потому что компания, которая вырастает до определенного уровня, она уже не может не строить отношения с государством, потому что напрямую влияет очень сильно на экономику страны, там идут уже большие, да, такие возможности, и, конечно, там уже идут определенные отношения. Поэтому пиарщики должны уметь выстраивать отношения с различными аудиториями, а чтобы это делать, нужно вот эти различные аудитории изучать их потребности, что им нужно, что им важно, и понимать, какими инструментами доносить до них, какие инструменты использовать, чтобы выполнять их задачи, да, задачи общие. Поэтому это очень такая большая работа, и на самом деле часто спрашивают, чем пиар отличается от рекламы, там, от маркетинга, и всегда у нас все путают. И, наверное, так происходит в Кыргызстане, потому что нет возможности у компаний разделять, не у всех компаний, только у крупных компаний, разделять маркетинг, пиар, рекламу, а таких малого среднего бизнеса они вот так все смешивают. Но если кратко привести пример, то, допустим, вот ваш проект как называется?
Мен келечегім мен таңдау. Мен тандом, да? Ну, к примеру, допустим, если мы говорим про рекламу, то реклама — это пример такой: этот проект самый лучший, этот проект самый лучший, этот проект самый лучший. А если мы говорим про пиар, то это я понимаю, что этот проект самый лучший. И видите, это очень большие различия, да, когда уже человек сам делает выводы, сам советует и сам понимает, а не когда ему 100 раз говорят: я самый лучший, я самый крутой ученик, я самый крутой ученик, я самый крутой ученик. А другое дело, когда говорят: я знаю, что он самый крутой человек, когда тебя уже принимают. Да, и это очень большая работа, на самом деле, и над этим нужно работать, но она такая очень долгосрочная. То есть если вы занялись пиаром, нельзя здесь заняться пиаром, бросить, через год вернуться, так не работает. Иначе все вложенные инвестиции, я не называю их расходами, это инвестиции, они были зря. То есть если занялись пиаром, то это навсегда. Если вы занимаетесь своей репутацией, да, и репутацией нужно заниматься всю жизнь, и репутация намного дороже стоит любых денег. Да? Да. И поэтому каждый человек даже занимается личным брендом и понимает, насколько это важно. То есть это репутацию не купишь за деньги, это только нарабатывается годами. Ну и, конечно, это как раз-таки работа пиарщика. Да, мне кажется, был очень такой хороший пример, что мне кажется, многие дети даже поняли, да, чем отличается пиар от рекламы. И на самом деле многие задумываются и не могут отличить, да, для себя маркетинг, рекламу, да, и пиар. Спасибо большое, Асель. Можно немного рассказать о том, как вы пришли к этой профессии? То есть ваш путь, начиная от выбора профессии? Путь был очень интересным, потому что я еще учась в школе, я была очень активным ребенком. Я прям советую, если есть возможность, то активничать каждому ученику и пробовать, где что нравится. Я так поступаю со своим ребенком. Я, допустим, у нее спрашиваю, я ее не записываю на курсы. Я спрашиваю: а что ты хочешь попробовать? Она: я это хочу. Потом: ой, что-то это, говорит, я хочу еще это. Я говорю: окей. И мы пробуем, и потом она из этого выбирает. То есть очень важно не навязывать. И я, учась в школе, всегда, я была президентом школы, да, я там всегда активно участвовала, ведущая, во всех конкурсах участвовала. И был один из конкурсов, где нужно было написать свою статью, отправить. Я участвовала в этом конкурсе и выиграла. И стала там потом еще и ментором по Центральной Азии. И мы выпускали классный журнал на то время еще, даже в то время он был уже электронный. И получается, я пришла таким образом в журналистику. То есть, учась уже в 9 классе, я получала гонорары. По тем временам это было $20 за статью, это были большие деньги. Я даже зарабатывала больше, чем мои родители. Уже учась в школе, я понимала, насколько я могу своим творчеством зарабатывать деньги. Да? Это был не какой-то физический труд, это было творчество. Там я даже писала стихи, писала материалы, они переводились на английский язык, там «Индекс на цензуру» был такой британский журнал, он переводил мои статьи, я отбирал. Это было безумно приятно, и, конечно, я влюбилась в эту профессию, я уже работала журналистом, я уже ездила на различные мероприятия, освещала их, и в ТВ-журналистике себя попробовала, и на радио себя попробовала, и в печатной журналистике себя попробовала. Мне очень нравится писать. И когда в моей жизни случились такие трагичные ситуации, когда я потеряла отца, потеряла братишку, и журналистика просто не стала не просто хобби, а это стало, наверное, тем, что меня вытащило просто буквально из таких сложных обстоятельств жизненных. И я просто все, что внутри чувствовала, я изливала на бумагу, и поэтому я очень люблю писать. К текстам у меня особое отношение. Все, что я говорю, это любое слово, которое выходит из моих уст, это тоже не просто так. Слово имеет значение для меня. И все, что я пишу, это значит, это очень искренне. Даже свой Инстаграм я так веду, что там не появляется просто так публикации. То есть они прям идут от сердца. И так же я отношусь к любому материалу. Я его каждый раз перепроверяю, смотрю. Когда я пишу речь для кого-то, да, пиарщики пишут еще речь, допустим, выйти перед президентом, речь президенту пишут пиарщики, да, речь выступающему, это все тоже я прям придаю большое значение, уделяю этому внимание, прям каждое слово должно быть отточено. И я так пришла в профессию, и я очень рада, что я пришла именно таким образом, то есть свой какой-то даже такой жизненный путь я таким образом прожила. Мне это помогло, помогает до сих пор, то есть когда сейчас у меня что-то возникает.
И, то есть это вот я говорю, поэтому это со мной, да, по жизни идет и до сих пор со мной, и ни на что я это не променяю. И, конечно, это мое. Асель, я вот знаю, что вы учились на экономическом, да, факультете Да. Славянского университета. И сейчас вопрос возникает, да, то есть была экономика, сейчас пиар. Как это взаимосвязано? Это очень взаимосвязано, хотя изначально это не было так. Честно говоря, я поступила на журфак в Славянский на бюджет, но мне сказали, нет, это не профессия. В то время, да, родители сказали, иди учись на какой-то практической, да, специальности. И одной из практических специальностей является экономика, но я не пожалею, не пожалела, что я поступила, потому что экономика очень тесно связана именно с моей профессией, потому что ты везде просчитываешь. Медиапланы нужно считать, нужно уметь не сливать рекламный бюджет, нужно понимать, да, просчитывать рентабельность от рекламы. Есть такое понятие, да, и как раз-таки вот эти экономические знания, они мне очень пригождаются. Мои все проекты, наверное, благодаря этому тоже успешны, что никогда мы затраты не переваливаем, да, то есть сколько я запланировала, обычно мы меньше тратим. И всегда я умею экономить, да, это очень у меня хорошо получается. И как раз-таки моя профессия мне помогла, и я считаю, это очень круто дополнило мои те знания, которые у меня были. Я считаю, что даже наоборот хорошо, что я не поступила на журналистику, потому что я и так практически ее знала. А как бы теорию, ну, в журналистике можно прочитать, а в основном там все на практике делать. А экономика очень классно, мне сейчас фундаментально помогает. Я еще успела поработать бухгалтером 4 года, финансовым директором, коммерческим директором поработала. Это, конечно, благодаря экономическим знаниям, потому что ты там просчитываешь, да, делаешь прогнозы, прогнозные данные, там, KPI, да, элементарно для сотрудников просчитываешь. И вот все это было не зря, и я очень рада, что так сложилось. И, наверное, благодаря этому тоже я чуть-чуть немного отличаюсь, может быть, от своих коллег, что у меня больше каких-то знаний еще экономических. И, может быть, с этими связаны мои успехи, да, то, что я проработала и работаю в самых крупных компаниях, где нету права на ошибки, ты не можешь вот такие миллионные бюджеты тратить не туда, куда нужно. Вот, и я считаю, что так все классно сложилось. То есть, учась на экономфаке, вы как-то практиковали? Конечно, я продолжала работать журналистом, я продолжала выезжать на съемки. Я даже был такой момент, когда я все бросила, не советую так делать, но был такой момент, когда я все бросила, улетела в Ош и прилетела, сдала модули. Ну, я всегда училась на отлично, я была круглой отличницей в школе, там, президентом школы я рассказывала, и в университете у меня такой синдром отличницы. То есть если я за что-то берусь, мне нужно до конца это знать. И даже несмотря на то, что я там отсутствовала несколько недель, я все равно все предметы сдала на отлично. И как бы в этом плане такой синдром отличницы, наверное, со школы приобрел. То есть, в принципе, вы совмещали как и пиар-деятельность, да? Да, я же говорю, я начала работать еще со школы, и я не могла уже как-то оставить то, что мне нравится, еще и за это хорошо получала деньги. И я помню, первый свой контракт оплатила мне мама, а все последующие мои контракты в университете, это был контракт, притом большой, хотя я поступила на журфак, да, бесплатно, но сказали идти на эконом, и я оплачивала сама. По тем временам это была очень большая сумма, но я ее оплачивала сама себе, и я очень этим горжусь, что благодаря моей любимой профессии я это могла делать. Я училась как положено с утра до вечера в университете, при этом параллельно работала, параллельно успевала работать, и вот так все сложилось. Наверное, вы не выгорали, потому что это было любимым делом. Да. То есть это больше вдохновляло, Да. мотивировало. И вот вы сказали о родителях, да, о том, что вот, они как раз-таки участвовали в процессе принятия решения, да, какую профессию выбрать. Да. Какова их была роль? Да? Ну, то есть, в принципе, прозвучало, да, что вот они там подсказали, настояли, да? Можно немного вот эту тему раскрыть? Ну, роль родителей вообще в жизни любого человека, она очень важна и играет важнейшую роль. И, конечно, без родителей я бы не состоялась такой, какой я сейчас являюсь, потому что меня дома никогда не загружали какими-то другими делами, только всегда была учеба.
во главе. Я всегда только училась, больше никакими хлопотами не была занята. Всегда в нашей семье было очень значимо образование, потому что еще дедушка у меня директор школы, еще бабушка математик, все академики, там, кандидаты наук, доктора наук, да. Поэтому всегда во главе у нас стояло образование. И, конечно, несмотря на то, что я там очень сильно увлекалась журналистикой, я их послушалась, что да, окей, мне нужна вот такая специальность экономическая. И я говорю, это было не зря, это было очень обдуманно, очень стратегически, мне кажется. И тут роль родителей важна. Я сейчас сама как мама понимаю, насколько родители всегда волнуются за ребенка и никогда не пожелают плохого. И у них больше опыта жизненного, больше мудрости, поэтому, конечно, надо прислушиваться к родителям, и они всегда посоветуют, как нужно, потому что они стратегически мыслят, да. Мы, как дети, иногда там, думаем там, на какой-то короткий период, либо эмоциями, а родители, ну, всегда они о тебе беспокоятся. И вернемся тогда к самой профессии, да? Угу. Вы не могли бы раскрыть, какими качествами должен обладать человек данной профессии? Ну, важно понимать, несмотря на то, что это очень такая яркая, интересная, классная профессия, тут есть свои подводные камни, и тут очень важно быть стрессоустойчивым, потому что пиарщики работают 24/7. На самом деле это не с утра до вечера, их работа не заканчивается после, потому что в любой момент может возникнуть какая-то кризисная ситуация, в любой момент про вашу компанию могут какой-то негатив написать, там, я не знаю, клиент остаться недовольным, там, да, что-то с инвесторами случится, еще что-то, еще что-то. А вот это информационное поле, вы должны им владеть. Вы должны им не то что владеть, вы должны управлять информационным полем. Или иначе, если вы им не управляете, то за вас люди сами придумают. Люди часто бывают, могут придумать разные байки про компании. И если вы молчите, то так это и будет, да, народ так и подумает. Поэтому это очень важно быть стрессоустойчивым, важно понимать, что это может быть работа 24/7. Часто проводятся мероприятия, в основном выходные дни. И то есть тоже важно понять, что выходные у вас могут быть заняты, вы не можете быть полностью посвящены себе, но при этом у вас всегда жизнь, она очень интересна. К примеру, благодаря моей профессии я попала на чемпионат мира по футболу, на финал. Да, там билеты стоят 6-10 тысяч долларов. Я бы никогда в жизни, честно, не купила сама. И никогда в жизни бы вот этих эмоций крутых не получила. Но я тогда работала в «Газпроме» руководителем как раз-таки отдела по связям с общественностью. И «Газпром» был спонсором чемпионата, который проводился. И финал был в России. И поэтому он там определенным пиарщикам по странам он выделил билеты. И мне очень повезло, что мне тоже выделили билет. Я тоже там, видимо, чем-то отличилась. И очень круто, что я попала. И вот и столько путешествий, столько стран посетила тоже благодаря своей профессии. Там, в разных странах я была, и в Японии, и там в Европе, и в Юго-Восточной Азии, ну везде. И тоже в основном благодаря своей профессии. Ну плюс я сама люблю путешествовать. И вот эти знакомства, нетворкинг большой, да, круг людей, с кем ты общаешься, это все, конечно, тоже благодаря профессии. То есть, в принципе, стрессоустойчивость, да, как раз. Очень важна стрессоустойчивость, это прям номер один, да. Очень важна гибкость, нужно быстро подстраиваться под ситуацию. Несмотря на то, что ты запланировал план А, у тебя всегда должен быть план Б, С, Д, там все остальные. Гибко под изменения подстраиваться, потому что все, сейчас в наше время все быстро меняется. Если говорить о навыках и знаниях, да, вот нас будут смотреть в основном школьники, да, для них нужно понимание, вот они послушали вас, решили стать пиарщиками, и чтобы стать пиарщиком, чтобы поступить на данную специализацию, да, что нужно, какими знаниями и навыками надо обладать? Ну, навыки — это, конечно, коммуникабельность. Нужно любить общаться с людьми, да. Коммуникабельность — это номер один, это гибкость. Это очень нужно быть эрудированность свою прокачивать, да. То есть она же нарабатывается, вот этот навык. То есть нужно уметь многое, нужно, к примеру, там пиарщики и одновременно и фотографы, и видеографы, и копирайтеры, и ивентеры, это все в одном лице, да, то есть нужно вот эти все нюансы знать. Плюс нужно быть эрудированным, много читать, потому что ты общаешься с различной аудиторией,
и по твоему лексикону уже понятно, что ты знаешь, что ты не знаешь. И я же говорю, нужно уметь найти контакт с различной аудиторией, а для этого нужно много знать и в разных направлениях, чтобы уметь поддерживать тот же самый диалог, да, чтобы раскачать человека на диалог. Ты должен быть очень эрудированным, много знать не только там о своей профессии, там, много знать там о спорте, я не знаю, о политике, об обществе в целом, об экономике, потому что ты общаешься с разными людьми, и нужно уметь поддерживать диалог с ними на уровне, да, потому что хорошие пиарщики — это обычно эксперты, это обычно очень эрудированные люди, которые знают очень многое, могут поддержать всегда диалог, рассказать что-то интересное, да, наоборот, зацепить человека, чтобы с ним общались. И обычно с этими людьми очень интересно общаться. Зачастую становятся журналисты, из журналистики часто приходят в пиар, потому что, ну, опять-таки, журналисты много что знают, они у всех берут интервью, пишут материалы на различные тематики, да, каждый раз. И, конечно, им легче всего стать пиарщиками. Ну, и есть те, которые поступают сейчас на профессию, там, связь с общественностью, там, реклама, маркетинг, это тоже все очень близко, и тоже становятся и выбирают эту профессию. Ну и следующий вопрос, он связан с вузом. То есть вы уже как человек, управляющий большой командой, да, на сегодняшний день вы пиар-директор, то есть вы, наверное, уже примерно для себя отмечаете из своей команды, наблюдая за ними, да, в каких вузах ну, обучают и из каких вузов выходят хорошие специалисты. Ну, примерно, наверное, может, для себя уже отметили. Ну вот как я скажу, вот эта специализация, она появилась недавно в нашей стране именно, в других-то странах это уже очень давно. А именно специализация, есть она не во всех вузах, к сожалению. Есть только, насколько я знаю сейчас, это в Славянском, в Манасе, университет Манас и в АУЦА. В других не знаю, возможно, уже открылись, и я просто не знаю об этом. Но вот в основном в этих есть прям узкая специализация. В остальных, в других вузах везде есть журналистика, да, там везде есть международные отношения, тоже очень близко, там маркетинг, эконом-фак, да, тоже очень все близко. Вот. И, ну, нужно смотреть, я думаю, нужно выбирать. Сейчас мы-то не ограничиваемся, сейчас такое классное время мы живем. Можно жить в Кыргызстане, учиться где-то в Америке, за рубежом, онлайн. Там можно выбрать себе вуз там где-то в какой-то другой стране. Поэтому нужно выбирать, но нужно к этому основательно подойти, потому что это фундамент. Любая учеба, там, школа, университет — это фундамент. Но как минимум ты не можешь тратить столько лет. То есть если ты потратил 5 лет просто так впустую, ну, это дорогого стоит. Тем более в наше время каждый час он очень дорого стоит, обходится. Поэтому тратить 5 лет на одну специальность, а потом обучаться на другой, ну, я бы так не рекомендовала. Да, лучше потратить свое время на правильные и нужные вещи. Да, вот у меня есть истории из жизни, даже моих близких родственников, там мои сестренки, есть, которые поступили на один факультет и поняли, что это не их, и целый год просто искали себя. Вот просто целый год они посвятили тому, что искали себя, и потом нашли сейчас успешно. Ну, то есть, ну, этому нужно посвятить время, реально прям выбрать, посмотреть, что им интересно, что важно, и потом уже поступать. Да, я думаю, это был хороший совет для многих школьников, которые еще не знают, что им интересно, что бы они хотели, чем бы они хотели заниматься. Следующий вопрос, он также связан с данной профессией. Можно ли раскрыть немного о перспективах и возможностях данной профессии? Ну, перспективы огромные, большие. Как я говорила, однозначно, если вы станете хорошим пиарщиком, вы посетите очень много стран. Это однозначно. Однозначно вы будете зарабатывать очень хорошо, потому что ну, хорошие пиарщики очень ценятся. Это очень обычно высокопоставленная должность. Пиарщиком можно быть пиарщиком президента, да, то есть любые пресс-секретари, то есть любая такая должность тоже требует такого специалиста. Поэтому там возможностей много, вы можете построить просто свою жизнь очень красиво, увлекательно, интересно. При этом ты не каким-то физическим трудом занимаешься и гробишь свое здоровье, а ты очень все красиво, умственно, ты просто
своими мозгами, так сказать, да, своим умом делаешь так, что у людей становится все хорошо, у компаний там все хорошо. А тебе самое главное постоянно заниматься улучшением своих знаний, да, инвестировать в себя. И это не какая-то пыльная профессия. Ты обычно на каких-то красивых мероприятиях участвуешь, либо их организовываешь, встречаешься с очень крутыми, классными людьми. Да. Перспектив очень много, но это тоже большой путь. К этому нужно прийти. Не бывает сейчас все по щелчку пальца, как обычно у нас любят сейчас молодежь, все легко и быстро. Нет, это большой путь. Нужно доказать, что ты хороший пиарщик своими результатами. Да, и твои результаты скажут сами за тебя. Какие компании ты продвигал, какие проекты ты двигал, что благодаря твоей деятельности, что произошло, мнение у людей поменялось или нет, нет, да? Самая основная задача — это изменение мнения, изменение поведения. К примеру, люди не покупали, стали покупать благодаря твоей работе какой-то товар. Люди не знали, стали знать, да, о каком-то человеке, о каком-то продукте, о какой-то компании. И это твоя работа. То есть твоя работа, она на виду всегда. Ты не имеешь права на ошибку. Если ты допустишь даже грамматическую ошибку и выпустишь ее в каком-то материале, либо на каком-то баннере распечатаешь на щите, это твоя ошибка. И люди будут думать не просто о тебе, скажут: ой, какая компания, даже ошибки допускает. И ты подвергаешь эту целую компанию, не просто себя. То есть твою работу видят все. Если работу как чью-то не видит народ, то твою работу все видят, еще и оценивают. Да? Вот все население, то есть аудитория просто огромная, и уровень ответственности очень высокий. Поэтому обычно крупные компании очень выбирают, да? И у тебя еще есть доступ к такой информации, у которой нету ни у кого. Ты знаешь все минусы, плюсы человека, ты знаешь все минусы, плюсы компании. Ты должен вот эти минусы как-то обходить, как-то их очень-очень аккуратно быть вообще с информацией. И следующий вопрос, он, как бы вернемся немного в начало, о том, как вы выбирали профессию. Но я бы хотела задать такой вопрос. Вот вы сказали, что вы пошли на эконом, то есть предложили родители, и вы их стратегическое предложение приняли. Вот в момент принятия решения, да, чем руководствовались? Какие были мысли? Почему вот вы пошли на эконом, да? Ну, я тоже подумала, то есть это не было так, что родители сказали, я пошла. Я не такая вообще девушка, я не такой ребенок, что мне сказали, я пошла. Я всегда с детства сама принимала решения, я даже сама себя записывала на кружки, на танцы, я сама выбирала всегда. И я тут тоже подумала, ага, а что это, я это знаю или не знаю. И мне стало интересно, что есть вещи, которые я не знаю. И я подумала, что, ну да, экономику нужно знать. Любой хороший финансист, он всегда хорошо, у него все хорошо в жизни. То есть либо ты плохой финансист, что не умеешь считать деньги, и у тебя все так устроено. Я подумала, что это неплохо было бы узнать эту профессию, и я посчитала, что она действительно может мне пригодиться. К примеру, я работала бухгалтером, я говорила, ну, бухгалтер нужен любой компании, да? Или ты можешь открыть свою компанию, у меня есть своя компания, и быть бухгалтером. Но при этом сейчас у меня есть свой бухгалтер в своей компании, да, но зато я знаю, как она это делает. То есть меня нигде не обманешь. Как минимум, я умею считать деньги, я понимаю, как налоги складываются, как там отчеты сдавать элементарно, бухгалтерские, как это все устроено. И это очень классно, поэтому очень важно думать и самой тоже, самому руководствоваться, прислушиваться тоже очень важно. Но нужно вообще критически мыслить, критическое мышление, это же очень важно. Нужно понимать все плюсы, минусы, взвесить и потом сделать выбор. Спасибо большое. Ну, в принципе, я думаю, для многих ребят это было бы как хорошей подсказкой, да, как выбирать профессию, сделать для себя некий анализ плюсов и минусов. Следующий вопрос. Какой совет вы дали бы школьникам? Ну, то есть если вы... Либо какой вы совет дали бы самой себе, когда школьницей? Я бы себе дала совет такой, что продолжать слушать и верить в себя. Очень важно верить в то, что ты хочешь, и тогда все получится. Но это однозначно так.
У меня, по крайней мере, так. Я никогда себя не предавала ни в чем. Вообще в жизни. Все, что я делала, даже я, конечно, слушалась родителей, но я всегда, мое мнение всегда было важно, они тоже мое мнение прислушались. И я всегда, вот все, что я вспоминаю, я всегда выбирала сама, на самом деле. Потому что я в это очень верила. Я сама верила в это. И нужно опираться на себя. Конечно, очень сложно, когда ты молодой, там вот этот фундамент выработать, да, вот этот стержень. Но я вот говорю, даже такая интересная ситуация, я в музыкальную школу во 2 классе сама себя записала. Хотя к нам пришли в школу, меня выбрали, я сказала маме, она забыла. Потом, когда мы пришли, уже сказали, набор закончился, и я встала, сказала, я не уйду отсюда. Я говорю, я не уйду, я хочу заниматься музыкой, вы же меня выбрали. И я так плакала, говорю, я очень хочу заниматься музыкой. И они мне устроили такой жесткий экзамен, повернули меня спиной к фортепиано, начали нажимать там ноты и говорят, говори, какая нота. Хорошо, я знала гамму, там до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, и я вот прям попала в эти ноты. И я такая упертый ребенок прям с детства была. И я точно знала, что я это хочу, я этим хочу заниматься. Я хочу на танцы. А мне сказали, у меня мама тогда в Индии была, говорит, ну кто будет тебя оплачивать за танцы? А я говорю, и я там нашла способ, записалась там на кружок камней, эти камни продавала, из бисера что-то плела, я оплачивала себе танцы. То есть всегда можно найти какой-то выход, если вы это сильно хотите. Но очень важно этого хотеть. То есть когда мне люди говорят, я не знаю, чем заниматься, ну для меня это значит, ты не сильно хочешь. Значит, тебя все очень устраивает, но ты ничего не меняешь в своей жизни. Да? Или там, когда кто-то говорит, я вот так хочу, говорю, а что ты для этого делаешь? Ничего. Ну, значит, ты не хочешь. Если человек что-то хочет, он что-то для этого делает. Там элементарно, есть девушка, я хочу замуж. Окей, а что ты для этого делаешь? Сижу, жду принца. Ну, принц не вылетит с своего телефона там или еще куда. То есть нужно какие-то предпринимать шаги, чтобы это произошло. Ну, если ты этого реально хочешь. Если не хочешь, то окей, значит тебе не нужно. Следующий вопрос. Есть ли у вас какая-то книга, которая повлияла на вашу жизнь? Либо любимая книга, в которой там есть какие-то мысли, посыл, который вы для себя выделяете? Ну, на самом деле, я очень много книг читаю, очень много книг прочитала, и каждая из них повлияла на меня абсолютно. У меня есть такая еще привычка, я очень люблю книжные закладки, я всегда их покупаю, и у меня есть такая привычка, я всегда карандашом подчеркиваю фразу, которая мне нравится. Но я же пиарщик, я отдельно в блокнот эту фразу себе выписываю. Вот так всегда было еще со школы, и у меня есть такой свой блокнот с фразами разными. Или когда в интернете даже я просто вижу что-то, я прям заскриню себе, либо сохраняю в закладках и себя отдельно выписываю. И каждая книга абсолютно на меня повлияла. Но я люблю очень много бизнес-книг читать, потому что мне самой нравится заниматься, я не просто пиарщик, я занимаюсь развитием бизнесов и помогаю именно предпринимателям развивать их бизнес, поэтому я очень много читаю бизнес-книг. Мне нравится одна книга, как она написана, и она тоже про бизнес, Тони Шей «Доставляя счастье». Мне очень нравится. Он прям историю реальную рассказал, как они создавали компанию «Запас». Мне очень нравится, как она написана, как она преподнесена. Да? Потому что одно дело рассказать историю, другое дело, как ты ее описал. И вот я бы посоветовала ее почитать. Очень интересно, очень увлекательно. Ну и на самом деле бизнес-модель у них тоже интересная. Она стоит чтения. Ребята, оставляйте комментарии под данным видео. В комментариях выделите то, что вы для себя взяли из этого подкаста. Может, вы для себя какой-то инсайт поймали. Обязательно пишите это в комментариях. Асель выберет лучший комментарий, который ей понравится, и подарит вам книгу «Доставляй счастье». «Доставляя счастье», да. «Доставляя Вообще счастье». мне нравится вот это слово «счастье». Я его сама всегда и везде использую. И даже название книги мне очень нравится. Ну, очень интересное название. Да, классная книга, советую. И последний вопрос, он такой философский. Что, по вашему мнению, самое важное и главное в жизни? Ой, ну как раз-таки вот мы говорили про счастье, да? Я считаю, самое главное и важное в жизни — это счастье. А счастье у каждого свое. Каждый сам определяет свое счастье. Для кого-то счастье — это семья, для кого-то счастье — это работа,
для кого-то счастье это там путешествие, еще что-то. Каждый сам определяет свое счастье. Вот. Но для меня всегда очень важными ценностями были семейные. И все, что я делаю сейчас, я это делаю. И меня всегда обычно спрашивают еще, чем вы вдохновляетесь? Я всегда говорю, что моя дочь — это мое вдохновение. И это абсолютно так, потому что все, что я делаю, все, к чему я прикасаюсь, любой проект, за который я берусь, я всегда думаю о том, что я хочу, чтобы моя дочь жила в таком мире. Да? То есть если я что-то делаю, я всегда делаю очень стратегически, надолго. Даже, я не знаю, даже что-то если приобретаю, я всегда думаю наперед, потому что я хочу для нее создать вот такое вокруг. И она меня очень вдохновляет, очень сильно. И что такое счастье? Счастье — это просто, да? Есть даже такой стих: счастье — это просто, и состоит оно там из полуметра роста, это маленький комочек, там, лежа на диване. Я уже не помню этот стих, но он очень мне безумно нравится, и он как раз-таки про то, что счастье — это дети, да? И вот дети, семья, такие семейные ценности, для меня вот это всегда во главе стояло. И я никогда не ставила цель там монетизацию, там, не знаю, много зарабатывать денег. У меня никогда не было такой цели, но я всегда хорошо зарабатываю. Вот всегда. Даже вот, я не знаю, где-то я просто там ухожу, путешествую, еще что-то, меня работа сама всегда находит. Потому что, может, я излучаю счастье, там, мне нравится, что я делаю. И вот нужно стремиться, наверное, к тому, что заниматься тем, вообще делать по жизни все то, что тебе нравится. И тогда тебе это все принесет, у тебя все будет на самом деле. И счастье — это же не про деньги, это не про успех, это вот про твое внутреннее чувство. Ты ощущаешь это счастье или нет? Ты можешь ощущать счастье рядом с человеком, ты можешь ощущать счастье, там, находясь где-то, открываешь что-то, там, занимаешься, творчеством можно заниматься и ощущать счастье. Можно там путешествовать, ощущать счастье. Это очень такое понятие, но каждый сам для себя выбирает. Вот для меня есть вот такие, наверное, фундаментальные вещи. И все, что я делаю там для себя, для своей семьи. Вот. Но даже по психологии всегда говорят, что нужно сперва думать о себе, и если тем более там мама, жена счастлива, то все вокруг счастливы, да. И это абсолютно так, потому что женщины, они изучают вот эту энергию. Да, в нас так заложено генетически, что мы всегда думаем о семье, мы всегда думаем о детях, там, заботимся. Даже вот у животном мире также самка всегда за своего ребенка. Вот. Поэтому это есть уже генетически у женщин. И главное вот это найти, что тебе приносит удовольствие. И кайфовать. Ну, непонятно же, сколько мы будем жить. Невозможно свою жизнь на 100 лет вперед запланировать. Да. Ну, нужно каждым моментом пользоваться и его радоваться им. И напоследок, есть ли что-то, что вы хотели бы добавить и сказать школьникам? Ой, мне кажется, я так много говорила, много философствовала. Но я хочу, чтобы каждый сам для себя что-то взял. Обычно, я всегда говорю, инсайт, да, словил какой-то инсайт. И я думаю, надеюсь, что каждый для себя из какого-то моего разного предложения для себя что-то выберет, найдет. И я буду очень рада, мне будет очень приятно, если так получится, и вы мне об этом напишите, или вы напишите в комментариях где-то. Не обязательно там сразу посмотрев после, может потом, да, через какое-то время. И, наверное, это будет очень классный фидбэк для меня, для Джазгули, что мы не зря вот сейчас записываем вот это все, и потому что это делается для вас. И если вы это применяете еще в жизни, это очень круто. Значит, вот это время, потраченное на просмотр подкаста, тоже было не зря. Потому что я очень такой рациональный человек. Да, что если я что-то делаю, то с большим удовольствием. И считаю, что каждая минута жизни, она очень дорога. Нельзя ее проводить просто лежа на диване. И значит, это нужно. И если вы от этого что-то получили, то это классно. Значит, все было не зря. Да, спасибо большое, Асель, за такую вдохновляющую беседу. Еще раз благодарим за то, что вы пришли, нашли время для нас.
Да, спасибо за приглашение. Ребята, не забывайте оставлять комментарии под данным видео. Надеемся, что данный подкаст был вам интересен и полезен. До новых встреч! Твое будущее создается сегодня.